строительными смесями рекламируют их с помощью обычных объявлений. И не каждый сможет понять, что скрывается за этим безобидным текстом. Однако каждый может ликвидировать это за пару секунд. С такой целью и собрались волонтеры Центра восстановления личности «Иман». Порядка 20 человек, у каждого по несколько баллончиков краски. Большего и не надо. Главное – иметь желание поставить точку в работе наркомафии. В самом начале они распределяют группы на несколько участков. Работать курьером всего пару часов в неделю и зарабатывать при этом 100 тысяч рублей. Если раньше такие объявления можно было встретить лишь в интернете, то уже сейчас на каждом шагу. В последнее время к нам поступают обычно молодые ребята в возрасте от 15-16 лет. И причина попадания в центр обычно бывает именно они занимаются то есть распространением наркотиков, то есть это, если так назвать, закладками. И каждый раз, когда мы их опрашиваем, они начинают это уже с улицы. То есть такие наклейки, надписи на стенах. То есть люди пишут про сайты, и дети этим начинают заниматься. Своими призывами они вербуют так называемых кладменов, тех, кто разносит для клиентов закладки с запрещенными веществами. Подозрительные вакансии чаще всего рассылают анонимно через телеграм-каналы и боты. Легким нажатием пальца по краске волонтеры не оставляют от объявления и следа. В числе волонтеров – кураторы, наставники и бывшие подопечные центра. К примеру, Азамат Нагоев приехал из соседней республики. На протяжении нескольких месяцев парень и сам лечился в центре. Он уверен, наркомания является одной из самых острых проблем общества, но с зависимостью можно и нужно бороться. Примерно полтора года прошло, я увидел рекламу, решил обратиться за помощью, прошел курс лечения. На сегодняшний день увидел акцию по помощи, решил приехать, помочь братьям. На сегодняшний день живу трезвой, счастливой жизнью, пытаюсь наладить отношения с родителями, с социумом. В замкнутый круг оказывается втянуты не один, не два человека. По данным госнаркоконтроля, в эту сферу наркозависимый может вовлечь как минимум 12 человек. В администрации Магаса заявляют, нарковопрос будет стоять на первом месте. Бороться с ними тоже будем информировать правоохранительные органы, будем своевременно подавать информацию о лицах, которые наносят эти номера на стены. Поэтому эта работа будет тоже вестись. Не остались равнодушными и простые жители. Узнав о такой акции, Ахмед Гайтов приехал из Кантышева. Парень о вреде психотропных веществ знает отлично и понимает, что эта проблема весьма серьезная. Омоложение наркопотребителей, увеличение числа закладчиков – все это способствует росту желающих впервые попробовать наркотики. Сегодня в Ингушетии на учете в наркодиспансере больше 1600 человек, из них 243 числятся как тяжелозависимые. Хава Гагиева, Джамалей Султыгов, Новости 24.